Привет, это Крым Реалии, у микрофона Сергей Макрушин. В столице Чехии, Праге, сегодня проходит второй парламентский саммит Крымской платформы. В нем принимают участие представители около 70 парламентов и парламентских ассамблей, представляющих 5 континентов. В эти минуты пленарное заседание все еще продолжается, как я могу судить по видеотрансляции. Ближайшие 20 минут мы подведем все-таки первые итоги этого саммита. Я напомню, что международный координационный механизм «Крымская платформа» инициирован Украиной. Он был учрежден на саммите в Киеве в августе 2021 года. Цель платформы – сохранение внимания к Крыму в международной повестке дня, защита прав человека в Крыму, содействие деоккупации полуострова и так далее. Детально о том, что прозвучало сегодня на саммите Крымской платформы, мы поговорим с корреспондентом «Радио Свобода» Сашком Шевченко. Он с нами на связи из Праги. Добрый день. Сергей, добрый день, рад слышать. Итак, что сейчас происходит конкретно там, где вы находитесь? Я сказал о том, что пленарное заседание продолжается. Ожидается ли принятие какого-то совместного заявления сегодня? Да, по крайней мере, по плану, примерно в эти минуты, когда закончится пленарная сессия, должно быть подписание общей декларации, которая подытожит все, что было сказано на втором парламентском саммите Крымской платформы. Но также именно в это время, буквально вот по расписанию уже должна была начаться, но, как мы видим, пока еще нет, должна начаться пресс-конференция главы украинского парламента Руслана Стефанчука и его коллеги, главы спикерки Нижней палаты парламента Чехии, палаты депутатов Маркеты Адамовой-Пекаровой. И вот они должны скоро прийти и пообщаться с журналистами. Там также есть наш коллега, и мы сможем больше новостей предоставить, рассказать о том, что будет сказано. Вот как бы такое расписание. После этого планируется, что эксперты Крымской платформы также соберутся и продолжат экспертное обсуждение. Там также примет участие Руслан Стефанчук и его коллега Маркета Пекарова. Также есть представитель от офиса президента Игорь Жовква, который будет принимать участие в этих обсуждениях. Ну и много экспертов как именно крымской тематики. Татьяна Печенчик, например, будет также представитель президента в Республике Крым Тамила Ташева, ну и другие. Здесь сегодня также выступал Александр Хара как эксперт, который также говорил о важности и этой платформы, и единства западного мира, но не только, что важно, не только западного мира для попыток содействия возвращения полуострова Крым под контроль Украины. Что вообще сегодня было, скажем так, интересного? Да? Во-первых, мы предварительно говорили с Эмине Джапаровой, первой заместительницей министра иностранных дел Украины, которая нам в интервью сказала, что одна из основных задач стояла расширить географию представителей, кто принимает участие в саммите. И действительно, как ты уже сегодня сказал, 70 парламентов и парламентских делегаций принимают участие. Фактически сегодня утром мы увидели, кто лично присутствует в Праге и выступает, кто отправил свое видеосообщение. Тут есть несколько интересных сюрпризов и наблюдений, если можно сказать. Во-первых, Польша представлена сразу и оппозицией, и пока правящей партии «Право и справедливость». Дело в том, что лично здесь присутствует маршалок Сейма от оппозиции, и он здесь, в Праге, но его коллега от правящей партии, она должна была записать видеообращение, но было ли оно озвучено, пока я не берусь сказать, поскольку в расписании было сказано, что еще должно быть подтверждено, что ее обращение будет. Что достаточно странно, если мы сравним, например, представительство Польши на других саммитах Крымской платформы и на лидерском саммите год назад, в 2022 году, президент Анджей Дуда лично приехал в Киев, и для него это было тогда важно быть лично присутствовать, а вот сейчас мы видим, что, по крайней мере, представительство правящей партии здесь, если и будет, то только в онлайн-формате. Пока предлагаю послушать отрывок из нашего интервью, которое мы записали с Эминой Джапаровой. Конкретно в этом отрывке мы услышим, какой крымский урок должен выучить мир для того, чтобы Росія перестала угрожати безпечності. Давайте послухаємо. Я сама виїхала з півострова, це рідна моя земля, і оце відчуття
тоді безпорадності, да, відчаю, які ми мали всі в 2014 році, воно вклалось в цю кримську платформу. От ключове – це те, що ми транслюємо як кримський урок. А він дуже простий. І я тут дуже часто проводжу аналогії Другої світової війни, коли у нас ряд європейських країн намагались примирити Гітлера і навіть поступали з деякими територіями. Я кажу про Аншлюс Австрії, про Судети, да. Це, зокрема, ця земля, де ми з вами проводимо інтерв'ю. І думали, що Гітлер буде задоволений і зупинить свої агресивні наміри. Так от історія Другої світової війни нам чітко транслює, що ні. Агресора зупинити не можна, точніше, його можна зупинити тільки силою. Аналогічна історія з Путіним, який м'яко увійшов в Крим з дозволу, скажімо, світової спільноти, з дозволу і з неготовності України давати відсіч. Донбас, і так само він думав, вторгаючись в, скажімо, повномасштабну агресію, що так само в нього пройде тут, але цього не відбулося. Тому кримський урок сьогодні світова спільнота має вивчити, як ми кажемо, на зубок, що ні, з агресором має бути чітка формула розмови, і це не про примирення. Ми мали цю риторику з Мінським процесом, танцювали всі навколо Путіна, шукали мову, яку б він почує, лідера, якого б він почув. Але він демонструє, що він, перепрошую, ставить вище себе, ніж все людство, ніж міжнародні правила, закони, норми і так далі, власне, годуючи своє власне 140 мільйонів населення своїми міфами і баченнями, і історичними дискурсами, але воно не працює. Тому Кримська платформа має свої чіткі задачі. Я напоминаю, что мы говорим с корреспондентом «Радио Свобода» Сашком Шевченком. Сейчас мы послушали фрагмент интервью с первой замминистра иностранных дел Украины Эмине Джипар. Да, Саш. Хотел добавить действительно вот эту сентенцию, которую озвучила Эмине Джипарова. Здесь мы слышим часто в Праге, потому что не символично, что этот саммит происходит в Праге, второй парламентский саммит Крымской платформы. И представители чешского парламента, премьер-министр Чехии Петр Фиала, многие говорят о том, что чехи как никто понимают, как опасно думать о том, что агрессором можно как-то попробовать договориться с ним, идти какие-то территориальные уступки. Вот в том числе министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сегодня, выступая, сказал, что любой, кто говорит про каких-то уступках территорий, вот любые спекуляции об этом, они не имеют смысла и они опасны. Вот такой лейтмотив. Хочу также добавить, о чем в принципе здесь говорили. Здесь говорили не только о том, что оккупация Крыма незаконна и что она, возможно, скажем так, позволила России продолжить свою агрессию. Но здесь также есть темы, не связанные непосредственно с Крымом, а их предварительно озвучил Руслан Стефанчук. Он сказал, что здесь также будут говорить о перспективах членства Украины в ЕС и об имплементации формулы мира, которую презентовал Владимир Зеленский. Сегодня в выступлениях делегаций мы также слышали, что многие вспоминают об этой формуле мира Зеленского и готовы ее слушать и сотрудничать. Я напомню, что на мае в конце этого месяца планируется очередной саммит о формуле мира президента Владимира Зеленского, и там тоже будет достаточно широкое представительство. Что мы также сегодня заметили, нам сегодня удалось пообщаться с некоторыми представителями африканского континента, которые также прибывают и принимают участие в Крымской платформе. В том числе нам удалось поговорить с главой Комитета иностранных дел парламента Сьерра-Леоне, которая впервые приняла участие в Крымской платформе. Это такой новичок. И он нам, кстати, напомнил о том, что Сьерра-Леоне с января будет теперь непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Эти страны и очень заинтересованы в том, чтобы помочь Украине, потому что для них это вопрос также и продовольственной безопасности. Спасибо за такой подробный рассказ. Напоминаю, что с нами на связи был наш коллега Сашко Шевченко, корреспондент «Радио Свобода». Мы продолжаем внимательно следить за тем, что происходит на полях саммита Крымской платформы. Все новости и интересные высказывания действующих лиц публикуются на сайте Крым Реалии. В саммите принял участие также президент Украины Владимир Зеленский. В частности, он обратил внимание на то, что предпосылки к деоккупации Крыма во время полномасштабной войны создаются интенсивно,
негативно. Это и урезание возможностей Черноморского флота России, который вынужден перебазироваться в юго-восточную часть Черного моря, разрушение военной логистики на оккупированных Россией территориях, отметил Зеленский, и растущие проукраинские настроения, которые в Крыму становятся все более открытыми, вопреки репрессивной практике оккупационных властей. Среди прочего, он призвал не забывать о людях, которые уже почти 10 лет страдают из-за российской оккупации Крыма. Зараз у цьому саміті Кримської платформи, як і завжди, беруть участь представниці кримсько-татарського народу, корінного народу. І я закликаю вас почути біль цих людей, народу, який вже кілька разів намагались позбавити дому, який пройшов через депортацію, здійснену Москвою, який вже майже 10 років перебуває в полоні у окупантів. Спроби Росії контролювати Крим – це історія не лише про землю, не лише про військовий плацдарм, який був потрібен Москві в Чорному морі, щоб дестабілізувати сусідній регіон. Це історія про людей, які мають бути врятовані від всіх репресій. Це історія про політв'язнів, які мають бути звільнені з російських тюрем. Жінки, чоловіки, молоді, старшого віку, різні. Це історія про сім'ї, які заслуговують на захист. Це історія про культуру, яка має право на свій власний дім, вільний від загарбників, як і будь-яка інша людська культура. Будь ласка, пам'ятайте про цих людей. Ніхто з них не заслуговує того, щоб їхні долі заморозили. І тому наша мета – це повна деокупація нашої землі. Повна, включно с Крымом. К нашему разговору подключается юрист регионального центра прав человека Дарина Подгорная. Дарина, добрый день. Здравствуйте. Насколько, по вашим наблюдениям, большое внимание уделено на этом саммите Крымской платформы и именно ситуации с правами человека? На самом деле, должна сказать то, что и сами интересы государства Чехии и других государств, которые являются партнерами Крымской платформы, они изменились в лучшую сторону по сравнению даже с прошлым годом и позапрошлым годом, когда были разговоры о том, а верите ли вы о том, что будет Крым освобожден. Сейчас уже спрашивают о том, что вы будете делать после освобождения Крыма. И, конечно, первым вопросом будет достижение того баланса между правосудием и защитой прав человека, граждан, тех, кто проживает на территории Крыма. И разговоров очень много в кулуарах, особенно о том, что делать с людьми, которые остались на полуострове, что делать с людьми, которые хотят вернуться на полуостров, и что делать в общем счете с регионом в дальнейшем после освобождения Крыма и закрепления границ 1991 года. У нас есть цитата главы Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова, который также принял участие в саммите. Среди прочего, он заявил, что все российские поселенцы, которые заехали в Крым в годы российской оккупации, должны будут безальтернативно покинуть полуостров. Давайте послушаем и продолжим. Завданням російських окупантів є знищення ідентичності корінного кримсько-татарського народу та його остаточне витіснення за межі Криму. Для якнайшвидшого досягнення цієї мети, поряд із репресіями та переслідуваннями кримсько-татарського народу, Російська Федерація спішно заселяє Крим власними громадянами. Таких колоністів у Криму вже понад 1 мільйона осіб. Нам уже сьогодні доводиться чути голоси на захист цих колоністів. Мовляв, вони стали заручниками складних геополітичних процесів і хай собі залишаються і далі жити у звільненому Криму. Наша позиція тут абсолютно чітка. Всі іноземці або особи без громадянства, які поселилися в окупованому Криму, як втім і на інших окупованих територіях України, свідомо здійснили злочин. Вони, як мародери, прийшли по крадене. Тому мають негайно покинути наш Крим. Іншої позиції не буде. Ми не дозволимо Росії, яка, тікаючи з Криму, насправді спробуватиме залишитися на півострові величезною армією колоністів.
Напоминаю, что это были слова Рифата Чубарова, главы Меджлиса крымско-татарского народа на полях саммита на саммите Крымской платформы. Продолжаем разговор с Дариной Подгорной, юристом регионального центра прав человека. По вашим наблюдениям, насколько резонирует такая позиция, да, которую озвучил Рифат Чубаров, с позицией других участников Крымской платформы, учитывая, вот, что сам Рифат Ага обращает внимание на то, что есть и те, кто хочет защищать права вот этих так называемых колонистов? Действительно, существует два мнения о том, что российские колонисты, они зашли на территорию Крымского полуострова незаконно, им не было предоставлено разрешение государства Украины на пребывание на этой территории, согласно национальному нашему праву Украины. И согласно нашему праву, согласно административному кодексу, такие люди должны быть выдворены за территорию Украины, поскольку они нарушили административный кодекс Украины, на них должен быть наложен штраф и последующее выдворение. Однако мы должны также понимать, что когда мы говорим о числе 10 человек, 5 человек, это небольшое число, и это, в принципе, легкая работа выглядит со стороны. Однако, когда мы говорим о миллионе человек, тогда возникает и другое мнение о том, что некоторые люди из этого миллиона, даже больше миллиона человек, они уже обжились в Крыму, у них есть семьи, у них есть дети, у них есть старые их родители и тому подобное. И каждый кейс, согласно международному праву, согласно всем нормам прав человека и этому балансу между выдворением и нашим хотением о том, чтобы эти колонисты покинули нашу территорию, и тем, чтобы не нарушить международное право, как раз вот этот баланс того, что мы должны рассмотреть каждый кейс из этого миллиона в отдельности, мы должны вынести отдельное решение по каждому человеку, рассмотреть его ситуацию со всех сторон, возможно, для того, чтобы мы действительно отстаивали ту мысль о том, что Украина — это правовое государство, которое стоит на защите международного права, стоит на защите национального права, и что не менее важного — права и свобод человека. Потому что если мы начнем их выдворять всех за раз, то это, бессомненно, будет негативно отображаться в глазах наших международных партнеров, в глазах других не совсем дружественных стран, и это то будет больное место, по которому нас будут очень сильно бить в будущем, если мы будем поступать именно массовым выдворением всех русских и не совсем согласных с украинским правительством. Фактически это тот шаг, который мы не должны пересечь, но мы должны также и позаботиться о том, чтобы не было последующих негативных влияний российского населения на территории полуострова после его деоккупации. По вашим наблюдениям, поднимались ли сегодня в течение того, что мы слышали, да, на Крымской платформе, вот подобные вопросы, относительно которых, наверное, сложно найти какой-то однозначный ответ и выход из ситуации? Таких вопросов на самом деле очень много, потому что до сих пор не совсем понятно о том, что будет происходить после деоккупации. Есть сторона мнения украинских активистов, украинского гражданского сектора, которое будет представлено немногим позже на панельных дискуссиях. И мы уже слышали позицию парламентарей разных стран, где также были неоднозначные позиции о том, что делать с коренным народом, что делать со сферами управления государством, что делать с местной властью, что делать с русскими, которые поселились на территории Крыма. На все эти вопросы, к сожалению, сейчас нет однозначного ответа, однако мы все сошлись на мнении того, что как представители гражданского сектора и как представители парламентского измерения мы все должны работать над тем, чтобы найти те лазейки праве, найти те возможные механизмы, инструменты, а возможно изобрести новые, для того, чтобы сохранить и найти этот ответ на те неоднозначные вопросы и сохранить баланс между защитой государства, защитой региона, становлением мира и защитой прав человека и свобод его. Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи была Дарина Подгорная, юрист регионального центра прав человека. Подвели мы такие предварительные итоги саммита Крымской платформы, хотя, да, можно согласиться, что несколько преждевременно, потому что он еще продолжается. Более подробно итоги этого саммита мы подведем в нашем субботнем выпуске, который вы сможете здесь же найти на канале Крым Реалии в YouTube. Напомню, что оперативные новости о том, что происходит как в Крыму, так и
участника на саммите Крымской платформы вы всегда можете найти на сайте Крым Реалии. Много информации о происходящем на полуострове есть в наших социальных сетях. Ищите нас там, где вам удобнее. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях и каналы на социальных платформах. Я напомню, что этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.